Всем привет, друзья! Продолжается чемпионат Кыргызстана по волейболу среди мужских клубных команд. И третий игровой день. На сегодня последняя игра и здесь в группе А встретились Токтогул и Кадамджай. Давайте быстро ознакомимся с составом команды и поговорим о сегодняшнем дне. Каким был сегодняшний день и о том, что было вчера, позавчера. Итак, давайте быстро начнем мы с команды Токтогул. Итак, 11 номер Тендикмир Мирбеков, первый. Эрбол Бадарбаев, третий. Осмонбек Баишев, 13-й. Долютбек Осмонбек Улу, 7-й. Суинтбек Набатбек Улу. 6-й Калымбек Мирлан Улу, 12-й Автандиль Болотбек Улу, 10-й Мелисбек Сатыбалду Улу, 8-й Иралы Аскарбек Улу, Майрамбек Союзбек Улу, 5-й, 2-й Алиаскар Болотбек Улу и Норозбек Станбек Улу, 14-й. Это команда из Токтогула. И мы переходим уже к составу команды Кадамджай. Кадамджай на ваших экранах с левой стороны находится, ну а Токтогул, соответственно, с правой стороны. Итак, 11-й Акылбек Акбаров, 9-й Акылбек Нусратилла Улу, 10-й Омурбек Халбеков, 2-й Наджамиддин Алиджан Улу, 12-й Искендер Талайбек Улу, 3-й Бегали Абдилаким Улу, 8-й Ильгизбек Арзимат Улу, 7-й Адилет Иркин Улу, 4-й Нурсултан Хашимов, 5-й Джаштылек Каямидин Улу, 14-й Бектур Абдиджалилов, 13-й Абдирахим Бахадыр Улу и 1-й Рахматилла Мукадамали Улу, и под 6-м номером играет Умид Юлдашев. Это команда Кадамджай. Меня зовут Абдулла Джусупалиев. Для вас данный турнир, данный именно матч буду комментировать я. Тем временем счет становится
4-1, и команда Кадамджай будет исполнять эту подачу. И Рахманали Мукадамали Улу подавал. Есть хорошая подача, но справляется с этой подачей Токтогул практически без проблем. И уже мяч переходит к команде Токтогул. Ну, посмотрим, как будет сейчас отдавать подачу. Это Долютбек Осмонбек Улу, центральный кандидат в мастера спорта. Он под 13 номером. Это Долютбек Осмонбек Улу. Кстати говоря, он 2000 года рождения. Ему в этом году будет 20. Точнее, ему уже 21. 16 января ему исполнилось 21 год. И вообще в этой команде самым возрастным игроком можно считать вот разве что только Иралы Аскарбек Улу, который 98 года рождения, а остальные все младше, 99 года, 2000 года рождения. Даже есть волейболисты, которые 2002 года рождения. Достаточно молодая команда Токтогула, в отличие от Кадамджая. Потому что в Кадамджае есть, вот, например, 89 года рождения, это Акалбек Нусратилла Улу. И 84-го это Умурбек Холбеков, которые считаются самыми взрослыми, возрастными волейболистами своей команды. Умурбек Холбеков играет под 10 номером, а это подача от Джаштилека Камидинулу. Счет уже 7-3, и Токтогул пока проигрывает. Но в отличие, например, несмотря на то, что я уже сказал, что Токтогул более молодая команда, а если взять средний возраст команды, но несмотря на это, у них именно по разрядам есть вот КМСники, есть второй разряд, если это Алиаскар Болотбек Улу. Но, тем не менее, КМСников тут чуть побольше. Аж 4 игрока в этой команде являются кандидатами в мастера спорта. А у Кадамджай всего лишь один такой спортсмен. Это Рахманали Мукадамали Улу, КМСник, а остальные все имеют только первый разряд. Хорошая подача. Лизнул мяч в сетку, но все-таки наполовину площадки Токтогула идет. И дальше атака с 4-й зоны идет, и есть. И на конфликтную зону приходится эта атака. Не смогли тут разобраться, кому же принять этот мяч. Ну, вот был тут там 7-й номер, это Суинбек Набатбек Улу, и был Автандиль Болотбек Улу. Вот они, между ними прям мяч и упал. И дальше счет становится 11-4 уже. И будет подавать после тайм-аута как раз вот Умит Юлдашев под 6-м номером. Также был у команды Кадамджай Шумкар Авазбек Улу, но вместо него вот есть Рахманали Мукадамали Улу, именно Мукадамали Улу. Именно он вышел вместо него. Заканчивается быстрый тайм-аут, и Кадамджай пока себя очень комфортно чувствует, никаких шансов. Ну, есть, конечно, некие отрезки, когда Кадамджай играет не очень, но в целом они намного превосходят своих соперников по именно очкам. 11-4, блестящий блок, хороший блок ставит сейчас Кылымбек Мирлан Улу.
это был 2000 года рождения, центральный команды Токтогул. Группа вообще, команды вообще расположились по двум группам. То есть разделены они на две группы. Есть группа А, группа Б. А это этот матч проходит в рамках группы А. Собственно, и Токтогул, и Кадамджай находятся в этой группе. 12-5. И второй номер. Второй номер Кадамджая исполнил эту подачу. И снова блестяще играет тут Калымбек Мирлан Улу. И снова будет. Мяч переходит к команде. Точнее, не переходит, а вторая подача будет у второго номера. Это Наджимиддин. И хорошо. Третья будет подача. Теперь уже подряд третья подача. Не очень хорошо что-то получается игра у Токтогула. Проигрывает очень в плачевном состоянии находится сейчас Токтогул. Вроде бы пытаются, но вот вначале они заработали 4 очка, а потом по ходу еще 2 очка заработали. Но в целом Кадамджай неожиданно для Токтогула перекидывает Акалбек Нусратиллауло и тем самым застал врасплох Токтогул, и они были вынуждены ошибиться. Ну вот как раз таки этот игрок Акалбек. И это поле, да, это поле. Подумали, что это будет аут, но мяч попал именно на половину площадки Токтогула. Ну, практически 10 очков разница, 16-6 счет. Может быть, сейчас вполне возможно, что будет 17-6. На 10 очков отстают. Это серьезный разрыв, между прочим, и молодец. Рахман Али очень хорошо играет. Здесь пытался тоже Мелисбек Сатыбалдуулу, но именно Рахман Али был более точнее. Хорошая доводка на связующего, это Майрамбек. Союзбек Улу был. И снова на Майрамбека. Он на третью зону. И блестящая атака от Дулютбека Осмонбек Улу. Майрамбек в зоне для подачи. 17-7. 10 очков разницы. Ай-яй-яй. Каждая ошибка у Токтогула на весь золото. Потому что они проигрывают, а когда ты проигрываешь, допускать вот такие ошибки, конечно, тем более концовка уже 18-7, остается еще 7 очков для Кадамджая, для того, чтобы они выиграли первый сет. Хорошо, но блок, хороший блок был. Вот Токтогула Джаштилек атаковал, и поставили на его атаку блок. Бектур Абдиджалалов есть аж тут 2006 года рождения человек. Ему, сколько ему получается, 15 лет, да? Ему 15 лет, а он уже играет в высшей лиге. Но вообще есть еще национальная лига. Высшая лига считается второй по силе дивизионом на чемпионате Кыргызстана по волейболу. Есть национальная лига. Это по степени, по значимости, по уровню он стоит на первом месте. Вот, все-таки в 15 лет играть в высшей лиге — это тоже довольно хороший результат. Дальше не продолжится атака. Этот розыгрыш завершается на этом. И Тенгдик Мирбеков подходит к мячу. Вот он на ваших экранах. 19-9. Но уже больше 10 очков разрыв не могут сделать представители Кадамджая. Они 16-6, 17-7. То есть всегда разрыв только максимально 9, точнее в 10 очков
А вот только сейчас уже 19-10 счет. 19-10. И снова вторая подача от Тингдика. Тингдик на вторую зону. И что? Ошибка? Да, да. Нарушает правила волейболисты Тохтогула. Кадамджай забирает мяч к себе. И замена. Рахманали Мукадамали уходит. И вместо него вышел на площадку Ильгизбек Арзимат Улу. Ильгизбек Арзимат Улу. Первый разряд. Он 99-го года рождения. Играет под 8-м номером. Ильгизбек. Переходит мяч на половину площадки Тохтогула. Тохтогул в атаке. Из 4-й зоны на 6-ю. Следует этот удар. И к мячу идет уже к подаче. Идет Суинбек Наватбек Улу. Потихоньку уже реабилитируется. Уже в 9 очков отрыва. Представьте, что будет, если сейчас с такого отрыва догонят. Хотя, кажется, есть некоторые позиционные ошибки и недопонимания у Тохтогула. Даже в тактическом плане немножко как-то неуверенно они выглядят. И, может быть, они еще как-то не понимают друг друга. Конечно, в командных видах спорта нужно еще и понимать друг друга. Вот теперь уже 4 очка остается, и это поле. Это поле, но зачем-то не принял этот мяч Иралы Аскарбек Улу, эту подачу почему-то. Рано принял решение, что будет аут, но мяч приходится в поле. Довольно быстро могут одержать победу кадамджайцы, потому что 22-11 и уже 23-11. 23-11 будет. И после этого еще две подачи. Даже как-то уже перестали ругаться, перестали указывать на ошибку представителей Тохтогула. Ну, потому что разрыв слишком большой. И, наверное, скорее всего, они понимают, что они могут проиграть. И где находится сейчас Майрамбек? Где находится? Ну, на самом деле, плохая доводка была. Либера. Это Эрбол Базарбаев. Очень плохо довел мяч до Майрамбека. И дальше продолжается Кадамджай. Ошибка. Ошибка. Аут. И мяч теперь уже подавать будут игроки Тохтогула, а именно это будет Мелисбек Сатыбалды Улу. Мелисбек Сатыбалды Улу, центральный Тохтогула. Есть! Кто смотрит эту зону? Ну, кто смотрит эту зону? Конечно. Совершенно свободная зона, аж две зоны. 4-я и 5-я зона. На блоке находился игрок 4-й зоны. И, конечно, он свою зону тоже не мог смотреть. В построении тоже некоторые ошибки наблюдаются у Тохтогула. Иралы Аскарбек Улу подошел к мячу. Хорошо играет 10-й номер. Это Умирбек Холбеков. И 25-13. Молодцы. Молодцы игроки Кадамджая. Довольно быстро завершают атаку. Ну, точнее, этот сет. В первом туре каждая команда проведет по 5 матчей по итогам 2 игровых дней. Уже это 3-й день. Но 3-й день еще официально не завершился. Но по итогам 2 игровых дней Кадамджай, Билим и Джалалабад одержали по 2 победы и лидируют в турнирной таблице. Также есть, ну, если говорить, в какой группе находятся команды, например, в группе А находится Тенирто, Энергетик, Кадамджай, Саруйзон, Бапабарскон и Тохтогул. Вот Кадамджай и Тохтогул сейчас вот последнюю игру 3-го дня играют. А в группе Б находится Шумкар, Динамо,
Ош, Билим, Чаткал, Алабука и Джалалабад. Вчера играли Сарузун против Токтогула. Та игра завершилась со счетом 3-2. Энергетик играл с Кадамджаем. Кстати, Кадамджай вчера одержали победу. Если они сегодня тоже выиграют, это будет уже у них как третья победа. Тенирто с Бапа Барсхоном. Кстати, вот перед этой игрой Бапа Барсхон играли с Энергетиком. И Энергетик одержал победу. Энергетик вчера проиграли Кадамджай, но сегодня одержали победу. Ош били 1-3. Это игры 2 февраля были. Алабука Шумкар 3-0 в пользу Шумкара. И Чаткал Джалалабад. Это завершающая игра 2-го дня была. И очень равный матч был. 25-22 первый сет, 18-25 второй, 21-25 третий и 19-25 четвертый сет. И таким образом со счетом 3-1 Джалалабад вчера одержал победу. А тем временем начинается второй сет. По сетам пока впереди Кадамджай. И будет подавать уже сначала Кадамджай. Готов к подаче Ахылбек Нусратилла Улу. 9-й номер Кадамджая. Хорошая подача. И с 4-й зона атакует. Но хороший блок ставит Мукадам Али Улу. Еще раз. И вторым темпом добивания будет. Но нет. Хороший блок поставили представители Джалалабада. Нурсултан Хашимов подавал, но блок поставили игроки Токтогула. И теперь уже Токтогул подает, и это ошибка. Очень много таких ошибок, элементарных ошибок даже очень много. При подаче, при доводке мяча до связующего допускается очень много ошибок. Поэтому и уверенную победу, да, не побоюсь этого слова, уверенно кадамджайцы выиграли Токтогул. Пока очень хорошо они идут по турнирной сетке. До 5 февраля будет длиться первый тур. В каждый день по одной игре проводит команда. 5 игр в общей сложности. В каждой группе по 6 команд, 12 игроков в общей сложности. Хорошо. От блока отыгрался, но блок был хороший. Немножко не хватило Токтогулу для того, чтобы забрать себе мяч и заработать 1 очко. А сейчас 2-1. И снова нарушение правил. Снова нарушение правил. Потом, после 5 февраля, уже на следующий день будут играть команды национальной лиги. Ждем мы, конечно, с нетерпением игр национальной лиги. Тоже будет очень интересно. Вообще, по итогам этого сезона, конечно, итог будет не скоро, а уже в конце года, 2 лучшие команды высшей лиги получат право выступать в национальной лиге. Итак, Рахман Али будет подавать. Под первым номером он играет. Хорошо играет Либера у Токтогула. И Токтогул зарабатывает второе свое очко на сегодня. 6-2. Счет 6-2. Токтогул будет подавать.
Кадамджай 6, Токтогул, точнее уже Кадамджай 7, а Токтогул 2. Ну, Нурсултан Хашимов. Нурсултан Хашимов и что? Да, снова зарабатывает уже 8-2 счет. 8-2 становится счет. Снова Нурсултан. Нурсултан, хорошая подача, мягкая подача. И блок. Да, блестящий, великолепный блок от Кадамджая. И снова Нурсултан уже третью подачу будет выполнять. 9-2. Нурсултан подает, и Либера команда Токтогул принимает. Атака с третьей зоны. Успеет ли? Да, успевает, но не совсем, потому что успел вроде как, ну, кончиками пальцев все-таки задел, но мяч точно доставить до своего товарища, волейболист Токтогула, не смог. Снова мягкая подача и скидка. Да, этот эпизод решается в пользу Токтогула. И из Токтогула теперь уже 11 номер подает. Это Тенгдик Мирбеков. Тенгдик Мирбеков, но после его подачи мяч уже переходит к команде Кадамджай. Джаштылек. Джаштылек подавал. Хороший удар. И Рахман Али находился ну, вообще сзади вот именно находился. Но перед ним, конечно, был еще Джаштылек. Но Рахман Али тоже, скорее всего, не успел бы. Но вообще так, очень сложный удар был для приема. Вот теперь хорошо принимает Либера. С третьей зоны на шестую атакует. Дальше мяч достается и дарится этот мяч команде Кадамджай. Снова мячом владеет Кадамджай. Что будет делать? С четвертой зоны сильнейший удар. Наджимиддин. Хороший был удар. Даже вот пытался Мелисбек Сатыбалдыулу принять, но не сумел. Дальше уже снова мяч у шестого номера. И что? Что делает шестой номер? Ошибается Мелисбек Сатыбалдыулу. Мелисбек Сатыбалдыулу 12-5 пока что. Но Кадамджай уверенно себя чувствует, пока Токтогул как-то немножко слабовато выглядит. Но они могут и лучше, немножко, может быть, расслабились представители Кадамджая. Если они немножко соберутся и получше они могут игру показать. Ну, они и так выигрывают, но Токтогул тоже. Токтогул, по мне, так выжимает все, что может. И прыгнул Мелисбек на четвертую зону, но с четвертой зоны не смог. Так, замена у Кадамджая. Омирбек Халбеков ушел. Вышел Нурсултан Хашимов под четвертым номером. Через блок все-таки мяч докатился до шестого номера. И со второй зоны снова ошибка у Кадамджая. Кстати, этот игрок и в предыдущем эпизоде ошибся, когда подачу делал, исполнял. И сейчас при атаке тоже со второй зоны не очень уверенно он играет. Калымбек подавал. Дальше Либера. Что будет делать? Скидка в котел. Рахман Али. Через блок отыгрался Рахман Али. Мяч переходит к Кадамджаю. Ровно на 7 очков впереди Кадамджай. 14-7 счет. Итак, 9 номер Акалбек Нусратиллаулу. Либера подавал. Точнее,
9 номер, либеро Омурбек Халбеков. Кстати, вот Омурбек Халбеков снова вышел на площадку, хотя он был заменен сначала на Нурсултана Хашимова, но потом уже вышел на площадку. Итак, теперь уже Рахманали Мукадамалиулу к мячу подходит. Единственный волейболист, который имеет кандидат мастера спорта. Хороший удар. Омурбек Халбеков не сумел довести мяч до связующего. 15-6. Снова замена у Токтогула. Ушел, собственно, либеро Эрбол Базарбаев. И вместо него вышел Мелисбек Сатыбалды Улу. Это замена у команды Токтогул. И ошибка. Ошибка, не слишком точно играть. Ну, то есть удар приходится в блок. И после блока мяч переходит к команде Токтогул. Вот теперь уже счет становится 16-10. Это второй сет. Если второй сет выигрывает также волейболист Кадамджая, ну тогда уже третья победа тоже будет не за горами. Майрамбек, точнее Джаштилек Каямидин Улу, ну, он не готов был принять. Попытался, конечно, что-то сделать, но не выходит. Смотрим. Нет, ошибка. Ошибка. Тенгдик Мирбеков ошибался в этом эпизоде. Даже тайм-аутов нет каких-то. По-моему, в первом сете один всего раз тайм-аут был, а дальше не было никаких тайм-аутов. Снова ошибка, и уже счет становится 17-12. Сюнбек Наватбек Улу с мячом. Сильнейшая подача. Рахманали на Наджимиддина. Наджимиддин на четвертую зону. Из четвертой зоны наконец-таки не без ошибок играет шестой номер Кадамджая. Снова собирается замена. Итак, уходит, пока еще нельзя, но можно назвать. Вот Джаштилек Каямидин Улу ушел, и вместо него на площадку вышел Ильгизбек Арзимат Улу. Готов Кадамджай к подаче. 18-12. Так каких-то длинных серий тоже не было. Длинных доигровок. Доигровки достаточно быстро проходят. Вот, например, сейчас уже доигровка. И все решится, может быть, уже в этом эпизоде. Нет, пока не решается. Либеро блестяще играет дальше на вторую зону. Со второй зоны Рахманали. Рахманали что будет? Нет, вот да, это можно назвать уже длинной доигровкой. Хорошо, сейчас Омурбек Халбеков принимал. И молодец. Рахманали Мукадамалиулу атаковал. И вторая подача уже у данного волейболиста Кадамджая. 19-12 счет. Хорошая подача, очень сильная, и после подачи обычно вот, хорошей подачей владеет именно этот игрок, а до этого довольно-таки мягкие подачи были у кадамджайцев, и вообще у Токтогула тоже не было таких сильных подач, но вот неплохой подачей владеет шестой номер. Шестой номер Кадамджа. Кстати, вот если говорить о первом дне, в первом дне Кадамджа играл с Барскон и одержал победу со счетом 3-0. Без проблем они выиграли. Вот с Энергетиком вчера они испытали некие проблемы. Тогда был счет 3-1.
Но две победы уже есть, и они замахнулись очень хорошо уже на третью победу. Если они сейчас выиграют, это их третья победа, пока не проигрывают. Но впереди, после этого еще у них остается две игры, если они и там не проиграют. Но Билим хорошо играет. Тенирто, в прошлом сезоне они взяли бронзовую медаль, представители Тенирто. И в этом сезоне тоже они являются одним из фаворитов. Они тоже могут, с ними будет вот игра у Кадамджай, и тогда будет непросто. А вот сейчас для них все довольно-таки просто. Хорошая подача, и мяч просто переходит к команде Кадамджай, и даже не просто переходит, а ошибку допустил. Не очень точно сыграл Мелисбек Сатыбалды Улу в этом эпизоде. Я уже даже сбился со счету, какой раз подают, но вот здесь перестарался. Перестарался, но так хорошо играл. Итак, ушел 6-й номер, и вместо него вышел 7-й номер. Это Адилет Эркинулу. На площадку выходит. Так, 18-й номер Наджимиддин, Рахманали, что сделает на третью зону. И с четвертой зоны атаковал Колымбек. Дальше Наджимиддин находится в центре. Акылбек Нусратилаулу. Он идет к мячу. Да или не он? Нет, другой игрок будет. Как раз вот будет уже не он, а будет Наджимиддин Алиджанулу. Исполнил он уже подачу. Не очень хорошая доводка. И ошибка. Акылбек Нусратилаулу ошибается. 23-12. 23-13 становится счет уже. Итак, 23-14. 24-15. Есть подача. Не очень хорошо принял мяч. Рахманали на пятую зону. И дальше аут это или нет? Нет, это не аут, это поле. Значит, все. В этом эпизоде выигрывает Тохтогул. И снова тайм-аут. 2 очка остается для того, чтобы уже по сетам счет стал 2-0. Но кадамджайцы пока что не могут эти 2 очка выиграть. Ну, вроде бы как стараются представители Тохтогула, но атакующие игроки Кадамджая неплохо они играют. И надо сказать, что они намного превосходят. Ну, каких-то ошибок тоже. Но ошибок у Тохтогула много. Вот именно даже если смотреть просто, как они подают подачу. 6-й номер у Кадамджая, да, какой у него сильный удар, какая у него подача. А у Тохтогула таких явных атакующих игроков, ну вот разве что можно отметить диагонального Суинбека Набатбек Улу. И можно также доигровщика, вот, собственно, Нурузбек Стамбек Улу. Ну, 2002 года рождения, достаточно молодой игрок. Подача, хороший блок, двойной блок следует. И дальше на третью зону скидка в котел. Рахманали спасает команду. И приходит на помощь Адилет Эркинулу. 25-16. 25-16. И по сетам счет становится 2-0. Уже по сетам. Но уже, наверное, третий сет останется за командой
за командой Кадамджай. Ну, представители Токтогула, кстати, вот проиграли в первом дне, это было 1 февраля. Тенирто, я отметил, что Тенирто является бронзовым призером прошлого сезона. Та игра была достаточно равной. Очень интересно. Вот, ну, даже вот последний сет, пятый. Нет, это был не пятый, а четвертый сет. 26-28 был счет. 23-25, 25-22, 28-30, третий сет. Вот с таким результатом они играли. Ну, то есть уже по счету можно говорить о том, что против Тенирто Токтогул играл лучше, нежели чем против Кадамджай. Потом Токтогул играл против Сары Өзен. Кстати, вот Токтогул выиграл Тенирто, между прочим. У них уже одна победа на счету есть. Но потом они проиграли Сары Өзен. Сары Өзен они, между прочим, проиграли. Вот первый сет они проиграли совсем без каких-либо сопротивлений. Ну, были, конечно, сопротивления. Но как, 25-16 это такой результат, что Саруизон достаточно уверенно одерживает победу. А потом уже 5 сетов было в этой игре. 3-2 побеждает Саруизон. 24-26 было потом в пользу Токтогула. А потом 26-28 снова в пользу Токтогула. Они первый сет проиграли, потом 2 сета выиграли. А потом 25-15 в пользу Саруизон и 15-6 дальше тоже выигрывает в последнем сете Сары Өзен. И третья игра у них против Кадамджай. Ну, Кадамджай играет куда лучше, чем предыдущие соперники Токтогула. Наджмиддин ушел. Наджмиддин Алиджан Улу уходит. И либеро Умурбек Халбеков вышел у Кадамджая на площадку. Этот сет может стать решающим в этой игре, если проиграет Кадамджай, и дальше нельзя было бить, да, в голову игрока Токтогула попадает после уже свистка это было. И теперь уже с мячом 6-й номер. И снова ошибка при подаче у Токтогула. Кстати, вот Токтогул уже находится с правой стороны. У них темно-синие футболки, просто синие футболки у представителей Кадамджая. Они слева ваших экранов. 2-1 уже по счету. 2-1. И снова с мячом игрок Токтогула. Доигровка. Ну, в доигровке были лучше игроки Кадамджая. Джастилик Киамиддин Улу. Он, хорошо исполнил удар, но через его блок мяч переходит к команде Токтогул. Майрамбек, Союзбек Улу. Пока замен никаких нет. Рахманали Мукадамали Улу на ваших экранах. Рахманали сейчас. Да, исполнил он подачу. С 4-й зоны двойной блок. Дальше продолжается этот розыгрыш. Акылбек. Да, Акылбек сыграл в этом розыгрыше один из важнейших ролей. И теперь уже Кадамджай снова владеет мячом. Рахманали. Он один из самых возрастных игроков тоже. Ну, конечно, есть вот 84-89, я уже говорил, года рождения. Ну, вот тоже не молодой игрок Рахманали Мукадамали Улу. Он в самом таком расцвете сил. Он
Он 1996 года рождения. Ну, практически он 97 года, потому что у него 28 декабря день рождения. Ему пока что, ну, сейчас ему 24. Получается, недавно ему исполнилось только 24 в декабре. Ну, практически можно сказать, что он 97 года. Оставалось еще сколько? 3 дня до 97 года. И тогда вот родился Рахманали Мукаддам Али Улу под Новый год. Такой подарок получили родители Рахманали. Итак, вот, собственно, первый номер Рахманали с мячом. И снова ошибка. Тохтогул ошибается. Тайм-аут. Да, будет снова. Будет снова тайм-аут. Нужно что-то менять Тохтогулу, потому что они ни разу не вели. Прошел уже 3 сета. Всегда впереди находится Кадамджай. Ни разу не было, чтобы ну хотя бы ничейный счет был. Ну да, был в начале 1-1, 2-2, но это не считается. Если потом уже, ближе к середине сета, там уже всегда 10-очковый отрыв, вот в 2 сетах было. А сейчас, конечно, не 10-очковый отрыв, а всего лишь 7-3, но 4 очка отстают. Ну, посмотрим, после этого тайм-аута, может быть, что-то изменится. Выходит либера, ну, и у Кадамджая, и у Тохтогул есть либера. А после тайм-аута замена. 6-й номер Калымбек Мирлан Улу ушел, и вместо него Эралы Аскарбек Улу вышел под 8-м номером у Тохтогула. А тем временем Рахманали Мукаддам-Али Улу. Подача. Майрамбек на вторую зону. Блестящий удар. Великолепный Тендик Мирбеков. Хорошо исполнил подачу. Точнее, не подача, а удар. Атакующий Долютбек Осмонбек Улу. Будет подавать. Либера у Кадамджай. Мягко доводит мяч до связующего. И немножко оставалось. И снова атака. Какой сильный удар. Да, очень сильный удар у 6-го номера. И снова замена у Кадамджая. Умурбек Халбеков ушел. И Наджамиддин Алиджан Улу вышел у Кадамджая. А подачу будет исполнять Нурсултан Хашимов. Нурсултан Хашимов, 8-4. Тем временем счет. И Нурсултан. Ну что за ошибка? Что за ошибка? Умурбек Халбеков вышел. Нурсултан Хашимов после этой ошибки уходит с площадки. Либера вышел снова, который недавно тоже уходил. Наджамиддин вместо него уходил, но вот тут теперь и Наджамиддин, и Умурбек находятся на площадке. Хорошо. Хорошо играет представитель Кадамджая. Это хорошая игра. Теперь 9-5. 9-5 счет. Вот, наконец-таки мяч доходит до Джаштилека. Джаштилек Каямиддин Улу. Джаштилек. Подача на Майрамбека. Майрамбек дальше на 4-ю зону отдавал, а Калымбек ошибается. Не точно сыграл. Прямо в сетку приходится этот мяч. И дальше снова Джаштилек Каямиддин Улу. Тоже 96-го года рождения. Имеет первый разряд. 12 игроков у Тохтогула и 16 игроков. Также в заявке находится Шумкаров Азбекулу. Его нет. Но вообще 17 игроков было, но если учитывать, что Шумкаров Азбекулу нет, 16 игроков у Кадамджай. Подача. Рахманали. Плохая доводка. Акалбек, до Акалбека Нусратилла Улу мяч не доходит, потому что неуверенно играет Рахманали Мукаддам Али Улу при приеме мяча.
10-8, а кажется, просыпается потихоньку Токтогул. Просыпается и может уже не так сильно отстают. 10-8 и может быть уже догонят. Ну хотя бы для престижа один сет Токтогул должен выиграть. Один сет, ну 2-1 будет тогда. Ну а так 3-0 уже досрочная победа у Кадамджая будет. А этого, конечно, не желает Токтогул. Итак, есть подача Суинбек. Суинбека мяч переходит к Кадамджай. От блока сыграли кадамджайцы. И этот эпизод решается в пользу Кадамджая. Вот как раз таки один из ведущих, один из сильнейших игроков Кадамджая сейчас будет подавать. У него очень хорошая подача, сильная подача, неуверенно принимает. И все-таки приняли. Но при приеме, да, явно атакующий игрок. В оборонительном плане, да, есть у этого игрока некие проблемы. Но вот именно при атаках и при подаче, ну, наверное, самый лучший пока на площадке. Итак, в конце играет. Дальше следует на 4-ю зону Рахманали. Рахманали дальше готовится ставить блок. Пойдет на него? Нет. Пойдет на 6-го номера. Скидка в котел. И доводка хорошая. Майранбек это делал. Майранбек кому отдаст? Сам решает. И внезапно, неожиданно для всех, Майранбек Союзбек Улу скинул в котел на центр площадки и забрал мяч для своей команды. Итак, есть мягкая подача. Рахманали дальше на кого? Ждет он снова вторую зону. Это поле. Да, это поле. После его атаки должен был 6-й номер атаковал, а потом что-то не принял. Подумал, что будет аут, но аута не было. Друзья, вот наконец-то уже счет сравнялся. Первый раз, по-моему, за всю игру вот такой вот счет мы видим, равный. До этого 10-очковый отрыв был 12-11. В пользу Кадамджая. Токтогул уже просыпается с 3-го сета. Впереди нас ждут и игры женской лиги. Недавно закончили свой сезон Лига матерей. И начинается лига уже, основная лига, высшая лига. Ну, уже в конце будет. Ну, также будет уже в конце февраля и чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Тоже один из популярных видов спорта в нашей стране по греко-римской борьбе. Греко-римская борьба. Недавно у нас был чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Тоже мы показывали в прямом эфире. Ну, февраль будет очень-очень таким насыщенным на соревнования. Но в основном, конечно, мы будем наслаждаться волейболом. Ахылбек, связующий у Кадамджая, 13-14. 13-14. Счет. Подача. Ливера принимает на Рахманали. Следует Рахманали. Дальше Эрбол Базарбаев. Прямо мимо него пролетает и вовремя не сумел Эрбол среагировать. КМСник, кандидат мастера спорта, либера 2000 года рождения. У него день рождения 6 июня. Рахманали, точнее не 6, а 12 июня.
Рахманали Мукадамалиулу. Не, ну что сейчас? Вот что за ошибка? Тайм-аут снова. Снова тайм-аут, и нужно что-то решать. Тохтогулу. Нужно что-то решать. Вроде бы как они догнали уже. Помните, да, счет был 11-11, а после этого что-то затерялись немножко игроки Тохтогула. И кажется, ну, еще сколько есть? Еще 8 очков до победы. Ну, у Кадамджая. На 4 очка отстают, но это не такое уж и сильное отставание. В принципе, можно и отыграться при таком счете легко. И это психологически, мне кажется, все-таки давить не будет. Как, например, если бы это было бы в концовке, когда счет, например, 13-22, например, это, конечно, больше так. А сейчас, ну, 17-13 отыграться вполне себе возможно. Мукадамалиулу подавал, и игроки Тохтогула с мячом. Атака на пятую зону, прямо на край площадки, на угол площадки. Прицелился Суинбек Набатбекулу. Подача. Есть. Будет сильный удар. Нет, не сильный. Ну, довольно мягкий был удар, но этого хватило, чтобы Кадамджай заработал балл. 18-14. 4 очка отрыва все-таки. Ну, 13-17 был, 18-14 становится. Хороший прием, мягкий. Тоже можно сейчас, да, связующий отдает на диагонального. И диагональный тоже находит пустую зону. Туда именно пробивал, но Тохтогул владеет мячом. 18-15. Счет есть. Рахманали принял. Дальше ошибается Джаштилек. В сетку приходится мяч. Дальше снова вторая подача у Тенгдика Мирбекова. Тенгдик Мирбеков. Ошибка. Аут. 19-16. Джаштилек Либера. Плохая доводка до связующего Майрамбек. И кто? Что будет делать и что происходит? Ну, Либера должен был подстраховать, но не смог он подстраховать. Сзади он должен был находиться. Сзади 6-го номера Омирбек Албеков. Оставил он эту зону свободным. И мяч перешел на другую команду. На команду Тохтогула. Хорошо. Джаштилек. И удар неточный от волейболиста Кадамджа. Друзья, если вы к нам только что присоединились, напомню, вы смотрите чемпионат Кыргызстана среди мужских, чемпионат Кыргызстана по волейболу среди мужских клубных команд. С 2009 года у нас клубная система в чемпионате Кыргызстана. До 2008 года была областная система, то есть только приезжали сборные областей. А сейчас каждого, с одного региона может приходить по 2, по 3 команды. Ну, несколько команд, а раньше вот только вот сборная была. И тем самым интереснее становится чемпионат. Дальше что будет? Дальше будет замена у Тохтогула. Вышел Калымбек Мирланулу, ушел Эралы Аскарбек Улу. Тохтогула, Эрбол. Хороший прием был от Эрбола. Либерау. Ух, это поле, конечно. Это поле было.
Зря спорить, потому что отчетливо было видно, что это поле. Это не аут. Верное решение принимает судья. Итак, Адилет Эркинулу собирается выйти, но перепутал он номера, и, кажется, тайм-аут будет. 9-го номера, да. Адилет должен был заменить 9-го номера, но по ошибке взял 6-й. 6-й номер. А хотел на самом деле заменить он 9-го номером. И тайм-аут. Тайм-аут очень скоро, может быть, этот сет закончится. 22-18 пока на данный момент. Еще 3 очка и побеждает Кадамджай. Кадамджай может выиграть. Но не сильно отставай. Надо сказать, что справедливости ради, Токтогул все-таки к третьему. Ну, первые 2 сета у них были абсолютно провальными. Ничего они против не показали, конечно, против Кадамджая. А третий сет был ровным. 22-18. Ну, в принципе, хорошая игра от представителя Токтогула. Но Кадамджай пока впереди. Но это пока. Будет ли это до конца матча, мы узнаем очень-очень скоро. Хороший блок, двойной блок ставит Кадамджай. И котел! Нет, да, центр площадки. Именно на 4-ю зону приходится этот удар. И теперь уже Токтогул будет подавать. Калымбек Мирлан-Улу с мячом. На ваших экранах Калымбек Мирлан-Улу, 2000 года рождения. Итак, атака. Двойной блок от Токтогула. Снова связующий на Рахманали. Снова 2 удара. Точнее, двойной блок. И после блока локтем. Да, локтем не очень аккуратно сыграл. За голову держится даже сейчас Тендик Мирбеков. Локтем попал на него Долютбек Осмонбеков. После того, как он блок... Ну, они вдвоем ставили блок, и после блока не очень аккуратно своего товарища задел Долютбек. Ну, такое, конечно, бывает. Акылбек Нурсратилла-Улу. Акылбек подает, связующий Кадамджая. Так, Майрамбек, да. Майрамбек снова на площадке появляется. И что будет? Догоняет уже потихоньку. Догоняет. 4 очка был отрыв у Кадамджая. Теперь уже 2... Нет, не 2, а 3. 23-20. 2 очка отрывается. Вот так. Эрбол. Хорошо. Нет, это не эрбол, конечно, извиняюсь. Это Улбурбек Албеков у Кадамджая либером. Эрбол зовут. Эрбол Базарбаев, это либера у Токтогула. Майрамбек Союзбек-Улу. 23-21. Так, Умурбек. И есть 24. 24-21. Одно очко остается у Кадамджая. И кажется, все-таки одержит победу, потому что уже одно очко, это, скорее всего, вот сейчас может даже. Рахманали Мукадамали-Улу после подачи его принимается. И блок, и все, это победа. 25-21. 25-23 был счет. И что? Или нет? А, нет. 23-24. 24. Отменили. Отменили то очко. 24-23 счет. Дальше будет продолжаться. Казалось, что это уже победа, но судьи решили, что будет 24-22. Нет, 24-23 счет. 23 у Токтогула, 23. Вот теперь уже победа. 25-23 побеждает
побеждает Кадамджай. Ну что ж, поздравляем мы команду Кадамджая. Достаточно уверенная победа, хотя в третьем сете они немножко просели. А с вами был Абдулла Джусупалиев. Кадамджай выигрывает. Оставайтесь на КТРК Спорт. На этом сегодняшний игровой день завершается.